Вода бьет ключом. Уже несколько дней по улице, где живет Мурат Климатов. Жители этой части Сунжи испытывали неудобства с нехваткой воды. Сейчас все это в прошлом, радуется дедушка. Аппарат вогоз. Ну ладно, сам хочу их дочь все примерно весовать, солисты его, согласился. Геристи ух совети. Так дочь хан азн речка это сам бахандур. Ну что дедин яти хайнятус. У эккен хиханет хашт милд. Вода под напором пошла после того, как на скважине заменили насос. Этот район в народе называют маслозавод. Администрация города нашла средства и неделю назад заменила насос скважины на более мощный. Прошлый агрегат уже заметно износился и со своей задачей не справлялся. Если здесь стоял ранее 16 кубов в час вырабатывающий насос, то сейчас уже 20 кубов в час. Заметно, по мнению самих жителей, ощутима разница после запуска этого насоса. Еще один насос первого подъема также за счет внебюджетных источников заменили и на большом городском водозаборе. На выезде из города в районе под названием Харланово пробурено 10 скважин, которые в большей части подают воду для горожан. Из них на сегодня работают 7. Одна заморожена, еще 2 функционируют не на полную мощность из-за изношенности насосов, который обещал заменить региональный водоканал. Quachim hanab halakhi adwar dohi dolosh khalra kazdok tsudada hans yerish to agats lakhi adwar soholi накопитель лат мотиве халакhi цигичер хи атлат жда hans сахте tsudо тоже. В основном проблема в городе возникла из-за выхода из строя глубинных насосов. Причина, со слов представителей администрации, в изношенности агрегатов и перепадах в подаче электроэнергии. Ярыш света моргнут, ерг насос даю сразу. Так, бейсен, до делки, мы за малахаели, каждый насос, каждый отдельно включать ежи. А допустим, 3 минуты свет дает, ерги же холоти со 60 хаешь хол. Так ее набираться, дедуло, что гладуцу хамучу. Помимо скважин на участке Харланова в Сунжу подается вода и за счет главной насосной станции на окраине города. Большая часть ГНС предназначена для Малгобекского района, но отчасти от нее зависит и Сунжа. Местные власти планируют в ближайшее время снизить зависимость от ГНС и стать автономными. В настоящее время нами, администрация города, предложен план по выходу из той ситуации, в которой находится именно и город Сунжа, ну и помимо города Сунжа, Карабулак, Малгобек, Малгобекский район, поскольку мы муниципалитеты, которые зависим во многом от главной насосной станции. То есть министр энергетики Ахмед Аллахоев поддержал эту инициативу. Буквально вчера был подписан приказ о создании межведомственной рабочей группы, которая будет проводить анализ потребностей дополнительных мощностей по добыче воды на территории города Сунжи. Сейчас эта рабочая группа будет разрабатывать план мероприятий, где нужно поставить насосы, где нужно поставить накопители. И в следующем году мы уже будем предусматривать в бюджетах, как Минэнерго в республиканском бюджете, а мы, администрация, в свою очередь, в муниципальном бюджете, предусматривать денежные средства для усиления выработки и подачи водоснабжения. Благодаря этому мы рассчитываем полностью вывести город Сунжу на самообеспечение, то есть насосы, которые будут добывать у нас в городе воду, будут обеспечить город, а главная насосная станция будет работать уже непосредственно на Карабулак, Малгобек, Малгобекский район. Таким образом, я думаю, мы сможем решить эту проблему комплексно. Проблема с нехваткой воды также была еще на 2 улицах Сунжи. Жители Горданова и Шарипова страдали из-за рельефных особенностей местности. Эти 2 улицы питаются от главной насосной станции, и когда воды становится меньше, трубы именно в этой части города пустеют в первую очередь. Здесь администрация решила проблему при помощи переброски сетей. Отныне для жителей вода идет не только от ГНС, но и из скважин на Харланово. Муслим Ганиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.